بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Ваттаку яуман турджауна фихи иля Аллах, thumма туwafфа куллу нафсин ма касабат, ва хум ла юзламун». Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек получит сполна то, что он приобрел, и с ним не поступят несправедливо. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в своем хадисе: Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с ним, и не желает встречи с тем, кто не желает встречи с ним. Тогда Аиша, или же одна из его жен, сказала пророку, алейхиссалату вассалям: но ведь мы не хотим умирать. То есть никто не хочет умирать, о пророк. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: это не то, что вы думаете. Когда смерть подступает к верующему человеку, его радуют, то есть ангелы радуют его вестью о довольстве и милости Аллаха Азза ва Джаль. И для него нет ничего желания того, что ожидает его впереди. То есть того, что приготовил ему Аллах Азза ва Джаль. Он желает встречи с Аллахом, и Аллах желает встречи с ним. А когда смерть подступает к неверующему, ему также ангелы сообщают весть о мучениях и наказании Аллаха Азза ва Джаль. И для него нету ничего неприятнее того, что ожидает его впереди. И тогда его положение бывает таким, что ему бывает ненавистна встреча с Аллахом Азза ва Джаль, и Аллаху ненавистна встреча с ним. То есть человек, зная, что он согрешил, что у него есть большие грехи, или что он, зная то, что Аллах ему не дозволил, то, что Аллах запретил ему, но приступал его границы, то есть любой разумный человек понимает, что он достоин наказания Аллаха Азза ва Джаль. То есть это будет справедливо, если его Создатель накажет за это. Даже если взять пример, то, что у нас происходит, да, даже когда мы были маленькими, и когда мы где-то как-то накосячили, то есть каждый из нас понимает, как он не хотел попасться на глаза своим родителям, зная, что его ожидает, что его побьют, что его поругают. А тот человек, который всегда поступает хорошо или же подчиняется приказам Аллаха Азза ва Джаль, он, соответственно, будет понимать, что Аллах Азза ва Джаль приготовил ему лучшую награду вечной жизни, и он будет желать встречи со своим Господом Азза ва Джаль. И смерть, конечно же, она никому не ненавистна. Никто не любит смерть. Единственное, кто желает смерти, это те, которые сражаются на пути Аллаха для того, чтобы достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль. Для того, чтобы встретиться со своим Господом, как пришло об этом многих хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, от многих сподвижников, как при Бадре, при других сражениях, разных сражениях, когда сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, после того, как им пророк, алейхиссалату вассалям, указывал то, что их ожидает после шахады, после того, как они станут шахидами на пути Аллаха, то есть из награды, которые ему приготовил Аллах Азза ва Джаль в раю, они бросались в гущу врага, чтобы пасть шахидами на пути Аллаха. И поэтому Абу Дарда, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, говорил: я люблю смерть из-за того, что я желаю встречи со своим Господом. И поэтому человек, который подчиняется Аллаху Азза ва Джаль, он всегда будет иметь привязанность к своему Господу. То есть у него будет привязанность к своему Господу Азза ва Джаль. И он будет желать встречи с ним. А тот, который ослушается Аллаха Азза ва Джаль, тот, который много грешит, тот, который не делает покаяния, не оставляет грехи и не возвращается к Аллаху Азза ва Джаль, конечно же, у него будет отвращение, то есть между ним и его Господом будет отвращение. И он не будет желать встречи со своим Господом. И как говорили наши ученые, наши салафы,
каждый, кто подчиняется Аллаху Азза ва Джаль, он имеет привязанность к своему Господу. А тот, кто не подчиняется Аллаху Азза ва Джаль, тот, кто ослушается Его, то у него бывает отвращение к встрече со своим Господом. И если же задаться вопросом, как же нам подготовиться к встрече с Аллахом Азза ва Джаль, то первое это, чтобы у нас была любовь или же желание к встрече с Аллахом Азза ва Джаль. Ведь невозможно представить себе человека, который кого-то полюбил, и он не желает встречи с ним. Ведь любой человек, если он кого-то полюбил, особенно если он находится вдалеке от него, он будет стремиться попасть к нему, стремиться встретиться с ним, будет преодолевать все трудности, будет преодолевать 1000 километров, чтобы увидеть его, чтобы с ним встретиться. И также, если же ты любишь своего Господа, то есть ты должен стремиться к подчинению Ему, стремиться к встрече к Аллаху Азза ва Джаль через подчинение Ему Азза ва Джаль. Второе это, чтобы верующий человек, чтобы мы были терпеливыми во всех бедах, во всех несчастьях, которые нас настигают на этом пути, на пути к встрече с нашим Создателем, на пути встречи с Аллахом Азза ва Джаль. То есть так как этот мир, это дунья, это промежуток дороги, которую мы должны преодолеть, чтобы встретиться с нашим Господом Азза ва Джаль, чтобы увидеть Его. И Аллах Азза ва Джаль создал нас, чтобы мы поклонялись Ему одному. Только для этого Он нас создал. И этот мир Он сделал для нас испытанием, чтобы посмотреть, как пройдет это испытание. Сможем ли мы достойно пройти вот эти испытания? То есть верующий человек должен понимать, когда он будет идти по этой дороге, по этой длинной дороге, да, по сравнению с вечной жизнью, это очень малая часть, это очень малая часть дороги. И поэтому, как бы то ни было, мы должны иметь твердое убеждение, что только после преодоления этого промежутка дороги сможем встретиться с нашим Господом Азза ва Джаль. И это является самой большой, увидеть своего Господа Азза ва Джаль, это есть самая большая награда для верующего человека. Даже в этом мире человек, когда он полюбит кого-то, он готов пережить или же готов пережить любые испытания, то есть чтобы встретиться с тем, кого он полюбил. Также мы должны использовать наше свободное время и тишину ночи для того, чтобы общаться со своим Господом, то есть беседовать с нашим Господом. Должны выстаивать ночные молитвы, чтобы поистине достичь вот этой связи с нашим Господом Азза ва Джаль. Опять-таки, если привести примеры мирского, человек, который, если он кого-то сильно любит, он всегда желает общаться с ним наедине, разговаривать с ним наедине. Как, например, сын со своей матерью, или же там другие родственники, которые очень сильно друг друга любят. Это бывает между сыном и матерью, да. И я думаю, многие сыновья, наверное, отдали бы все, что они имеют, чтобы хотя бы один раз побеседовать со своей матерью наедине. Это те, которые уже не имеют этой возможности. Также верующий человек не должен отдавать предпочтение кому-либо над Аллахом Азза ва Джаль. Он должен всегда отдавать полностью предпочтение Аллаху Азза ва Джаль и Его посланнику. И как передается в одном из хадисов, хадис, который передал Абдулла ибн Хишам, он рассказывает, что они были с пророком, алейхиссалату вассалям, и пророк, алейхиссалату вассалям, держал Умар ибн аль-Хаттаба за руку. И Умар ибн аль-Хаттаб сказал пророку, алейхиссалату вассалям: «Поистине, о посланник Аллаха, поистине я люблю тебя сильнее всего, кроме себя самого». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, ты не уверуешь, пока не возлюбишь меня больше самого себя».
Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: «Поистине я возлюбил тебя больше самого себя». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Вот теперь, о Умар, вот теперь ты уверовал должным образом». Из этого мы понимаем, что мы не можем отдавать предпочтение кому-либо над Аллахом Азза ва Джаль, ни своему ребенку, ни своему родителю, ни всем людям на этом свете. То есть мы всегда должны отдавать предпочтение своему Господу Азза ва Джаль. Аллах Азза ва Джаль, который создал нас, наше потомство, наших родителей и всех людей на этом свете. И Аллах Азза ва Джаль любит своих рабов больше, чем мать любит своего новорожденного ребенка. И также пятое из того, что мы должны подготовить к встрече с Аллахом Азза ва Джаль, или же то, что нам поможет в подготовке к встрече с нашим Господом Азза ва Джаль, это чтобы наши языки были увлечены поминанием Аллаха Азза ва Джаль, чтобы наш язык не утихал поминание Аллаха Азза ва Джаль, чтобы наше сердце не освобождалось поминание Аллаха Азза ва Джаль. То есть поминание Аллаха Азза ва Джаль должно быть впервые у нас. Даже, как мы уже начали приводить некоторые примеры из этого мирского, когда человек любит кого-то, у него всегда на языке бывает тот, кого он любит. У него всегда в уме, в сердце бывает тот, кого он любит. И также шестое из этого – это любовь к речи Аллаха Азза ва Джаль, то есть к словам Аллаха Азза ва Джаль, Корану, чтобы верующий человек много читал Коран, чтобы у него была каждый день, чтобы у него был вирд, который он выполняет в чтении Корана, слов Аллаха Азза ва Джаль. Опять-таки, как мы знаем, сегодня, если взять некоторых людей, особенно молодежь, наверное, да, или же без разницы, те, которые, например, возьмем, которых та молодежь, которая любит там каких-то певцов, каких-то, не знаю, других грешников, то есть у них всегда на устах бывают ихние слова, ихние песни, они знают все о них, всю их историю, где они родились, что они предпочитают, что они кушают. В общем, они знают о них все. А если человек действительно любит своего Господа, любит своего пророка, алейхиссалату вассалям, разве он не должен знать своего Господа должным образом, его именами и атрибутами? Разве он не должен знать своего пророка, алейхиссалату вассалям, должным образом, как он родился, где он родился, его историю, его сподвижников, которые помогали ему на протяжении всей его жизни, которые отдавали свои души ради этой религии, ради того, чтобы эта религия достигла всех краев этой земли. И также седьмое – это чтобы верующий человек всегда жалел о том, что он пропустил из поклонения Аллаху Азза ва Джаль, чтобы он жалел то время, которое он упустил впустую, не поминая Аллаха Азза ва Джаль, не изучая его религию, не изучая знания, которые помогут ему в этом мире и в мире вечном. И поэтому мы всегда должны понимать, что ради довольства Аллаха Азза ва Джаль мы должны стараться достичь его. То есть, чтобы достичь довольства Аллаха, также мы должны подчиняться Ему во всем, что Он нам приказал, и оставлять то, что Он нам запретил. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.